Здравствуйте, уважаемые зрители и гости нашего канала. Итак, тема сегодняшнего видео – поток. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто пришел на расклад. И если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Видео актуально в любой момент, на момент просмотра видео. Кто вы? Возможно, у кого-то здесь есть дети. Даже не один ребенок. У кого нет детей, да, или же даже и есть дети. У кого есть и у кого нет. Тут идет информация о вашей человечности. Человек вы. Щедрая. На данный момент кто-то находится именно в заботах о детях или кому-то вы помогаете. Причем, знаете, вы-то помогаете. Широкой души человек. Вы больше куда-то направлены на кого-то, кому-то. А вот себе, как говорится, шиш да грош. Это как, знаете, как обувь, который мастер по обуви делает, да, у него у самого дырявые боты. Вот, или художник, который рисует картины, да, но у самого дома нет картин на стенах. Вот вы для всех стараетесь, у вас времени на себя нет, а вот для других есть у вас. Всем же надо помочь. Все же нужно решить. Щедрый души человек. В то же время, да, характеристика идет. Вы очень теплый человек. Вы начинаете свою жизнь по-новому. Тут кто-то, возможно, да, я перестану быть для всех удобной. Именно меняет свою характеристику, поведение к окружающим, да, вы как-то смотрите уже на все по-другому, потому что вы понимаете, что только вы помогаете, но в ответ вам никто, да, отдельно не помог ощутимо. Понимаете, что вы стоите сама горой за себя. Тут кто-то, возможно, и правда воспитывает детей сам, без присутствия партнера, да, или тут момент забот, но в доме никого нету, да. Например, если смотрит женщина, мужа постоянно нет, а все на мне. И заботы, и вари, и бегай, и, да, то есть по дому, в общем, люксуй квартирку, жилище, но вот рядом нет, я устаю. Здесь кто-то нормально, на самом деле, да, диван купил для того, чтобы он просто был, а не для того, чтобы вечером на нем как-то лечь и отдохнуть. Да, или же вы присядете на него, но не ляжете, потому что времени нету. Вы постоянно где-то, и тут момент, что вы отдаете какие-то свои ресурсы, но взамен вы не получаете обратный. Тут кто-то именно занят детьми. Да, здесь уже как упарилась, как белка в колесе. У кого нет детей, здесь идет момент возрождения. Кто-то решил именно поменять себя так, посмотреть на жизнь другим взглядом, более оптимистичным. Не все так уж плохо, вот. Возможно, здесь кто-то собрался на какие-то заработки или взяться за какой-то новый, может быть, проект, именно который приносит ресурсы, деньги, заработок. Вы стремитесь к стабильности, и в то же время вы и стремитесь куда-то, да, работать или какие-то проекты делать. В то же время вы еще и несете какие-то ответственности. Ну, потому что надо, а кто это сделает, да? И вам приходится отвечать за все самой.
или самому. Я думаю, по такой характеристике навряд ли здесь сидит большое количество мужчин. Да? Скорее всего, больше, наверное, женщин сидит. Именно тут... Но тут, видите, опять-таки разные, если у кого дети. Ответственность несете. Вы хотите вырваться из этого уже кокона. И вы уже делаете какие-то однозначно шаги. Но вы не знаете, к чему это вас приведет. Но все же, почему бы и не попробовать? Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Да? Или же вы считаете, рискнув один раз, можно, да, что-то выиграть. Да, здесь, скорее всего, пришли большое количество женщин, но также смотрят и мужчины. Стабильный человек, человек слова. И у вас, да, распорядок дня, он всегда расписан. В том числе, да, вы расписываете денежки. Так, это за свет, это за воду, это там на то, на сё. И кто-то здесь именно момент такого экономии или же порядок в финансах. Кто-то или экономит, или вот именно наводит порядок в финансах. Может быть, кто-то наоборот очень много тратит налево-направо, да, и нужно бы, да, привести это в порядок. Тут кто-то тратит так, что ничего не остается. На всякие разгульки, гульки или же покупки, которые, возможно, ну, купили кондиционер, как бы нужен был, но не рассчитала, а теперь жить не на что. Вот так вот. В то же время, да, вы тот человек, который умеет откладывать деньги. У кого-то здесь 50-50 разница. Кто-то здесь умеет откладывать. И, возможно, откладываете на всякий случай. Еще повторю, да, в прошлых видео я об этом говорила. Когда вы откладываете деньги, никогда не говорите слово на черный день. Говорите «приумножаю». Потому что иначе, если вы будете говорить, что вы откладываете на черный день, этот черный день не наступит. Кстати, в Бусти я запустила книжку по поводу аффирмации. И вы можете перейти туда, подписаться. Подписка платная, 444 рубля. И посмотреть. Да, вот выставила как раз про аффирмации и как это работает. Вообще, слово имеет огромный вес. Поверьте, прочитав эту книжку, небольшая книжка, вы поймете, как нужно использовать вообще слова в жизни, не только аффирмации. И как аффирмации меняют жизнь, и как они работают именно эффективно. Вот вы за эффективность. Вы еще тот человек, который, возможно, когда что-то покупает, приобретает, да, ему нужно сразу, чтобы это было, имело много функций, чтобы стоило недорого, причем чем дешевле, тем лучше, но при том, чтобы это было крепко и на всю жизнь. Вот тут такие люди, которые, да, возможно, консерваторы, люди, у которого есть своя личная точка зрения, свое мнение. Если с ними не согласиться, они особо спорить, они поспорят, но если понимают, что на другой стороне стоит баран, то это бессмысленно, вы отходите в сторону, я пас. Да, я с больными не играю. Вы знаете, у вас талант учить, кого-то чему-то научить. Причем даже вы не будете, говорить, да, здесь очень есть слова, много слов, возможно, да, возможно, вас любят в компании, потому что и правда же у вас есть много информации, не пустой информации, а отдельной. И тут люди даже, как поболтав, поговорив с вами, призадумываются о жизни очень глубоко.
Вы людей вводите в некий даже транс, подумать над своими ошибками, над своей жизнью. Тут, возможно, могут смотреть и психологи, и люди, которые имеют, возможно, влияние на других людей. Но здесь однозначно две королевы. У вас есть влияние над людьми. Вы стоите выше. Также здесь люди, которые опять-таки ценят себя, ценят свой труд, ценят свое в первую очередь время. Время, деньги, да, труд – это все время. Вот вы цените свое время, дорожите им. Но здесь есть именно твердость такого характера и переменчивость, да, то есть у вас тут два портрета, как две головы. С одной стороны, вы нежная, изящная, красивая женщина. С другой стороны, вы учительница в строгом костюме, да, у которой бровки нахмурены, да, и смотрите, вот, знаете, даже хочется сказать так, из-под брови. То есть такая характеристика хамелеона. Человек, который умеет менять кожу, цвет кожи. Ну, не дословно, да, цвет кожи. Меняете под ситуацию свое или поведение. И вы даже когда общаетесь с людьми, вы знаете, где, кому, что сказать. Причем тут еще так бывает, что у этих людей, которые пришли на расклад, только после драки машут кулаками. Вот говорят, после драки кулаками не машут. А здесь медленный какой-то процесс. Медленно думаете. И вот тут идет информация о том, что когда вам что-то высказали, вы сразу, да, может быть, этого не словили. А потом вы приходите домой и думаете: ах ты паразит или паразитка такая. И вот начинаете бу-бу-бу. Тут, кстати, и бубнилы есть, которые любят побубнеть. И проходит какое-то время, вот только вы потом понимаете, что вас или обманули, или с вами как-то несправедливо поступили, и вот начинаете бубнеть. А вот сразу на месте нет. Не всегда. Хотя вы знаете толк вообще ситуации, вы умеете очень хорошо, возможно, анализировать ситуацию, но медленно, но зато четко. Вот такой вот человек пришел. Тут показывает опасность. Именно что вы опасный человек. Опасный, знаете, на что? На слово. Вы можете как и обжечь, так и согреть. Но в то же время, да, ваша опасность может даже представлять и то, что человек потом долго в себе несет. Вы что-то скажете, и человек это долго держит. Даже если вы обидите словом, человек это долго держит в себе. Это не так, что, да, как поругались на рынке, это более глубже. Хотя, да, если вы и на рынке поругаетесь, тоже это войдет в человека как вонзится. И человек будет долго об этом думать. Тут такие люди, которые могут и больно, вот правда, подколоть, уколоть. Вот если в ваш адрес как-то не так выскажешься, да, или не так на вас посмотришь, вы вот можете как-то даже сарказмом, да, не наводя криков, истерик и скандалов, вы именно сарказмом или какими-то такими подколками можете человека укусить. Тот человек, который может за себя, в принципе, постоять словом. Хорошо, если с вами резонирует, давайте смотреть дальше. Поток. Что идет с потока? Какая информация? Думайте сейчас только о себе. Ни о ком не думайте, никого не загадывайте. Только о себе.
Здесь кто-то момент какого-то единства, да, или будет налаживать какие-то отношения. Причем вы наладите эти отношения после какой-то ссоры, скандала, или где вы не поняли друг друга, разошлись мнения. Здесь вот как налаживание вот этих мостов. И та ситуация, после той ситуации что-то вы пересмотрите вообще в своей жизни. Причем, знаете, будете смотреть как в прозрачную воду. Кто-то, возможно, начнет что-то даже видеть, предвидеть вперед, чувствовать. Хотя здесь на самом деле интуиция вас не подводила. Но зачастую вы эту интуицию не слушали. И в вашей жизни происходили именно такие феноменальные изменения благодаря вашей интуиции. И плюс, подключая вашу логику. Здесь человек логик. И человек такой, который 100 раз подумает, а один отрежет. Хотя вот и отрезать вы тоже можете с легкой, да, поднятия шашки. То есть, если вам некомфортно, если вам неудобно, вы в этом терпеть не будете. Хотя такому человеку приходилось в жизни в чем-то терпеть, потому что надо было. Но вот тут именно, да, вы на тот момент не будете терпеть что-то. Возможно, даже что-то придется оставить, покинуть, да, или разойтись с кем-то. Неважно, с подругой, с партнером, да, вот как оставить, потому что хочется жить лучше. Здесь идет момент вашего самонастроя. Да, вы себя будете настраивать, ваши мысли. Тут вот как в кокон соберете все, вернее, в порядок соберете эти, может и в кокон, соберете все мысли и будете действовать более уже рассудительно, рационально, прислушиваясь к своей интуиции. Вас интуиция еще не подводила в деньгах, кстати. Да. Вас интуиция не подводила в деньгах. Чувствуете вы деньги, прям их запах. А кому-то здесь нравится запах денег. Вы тот человек, который все в дом. Будет все в дом, будете к этому стремиться, и у вас это будет. Вот идет такая информация. Я прям чувствую что-то такое, момент кто-то или что-то будет обставлять. Покупать, да, может быть, новый диван. Что-то вы покупаете. Для того, чтобы вам в этом было комфортно. Может, это картина даже, чтобы было приятно зайти и да, украшало это вашу стену. И, возможно, тут родственные еще могут быть связи. Вы, возможно, будете налаживать как-то отношения с родственниками, да, с теми, с которыми или вы отдалились, или же поссорились, да, долгое время не общаетесь. Тут могут быть и именно то, что они начнут как-то давать о себе знать, или вы услышите информацию, например, о них, это вам вспомнится, но вот вы захотите, возможно, да, как-то или поговорить. Тут кто-то будет как информацию еще выведывать. То есть вы будете как-то дальше выведывать информацию о них. Но вот знаете, налаживание отношений вам очень многое даст. Вот поверьте, тут не нужно это делать, да, я их ненавижу, ну блин, ну неужели мне придется с ними? Сделайте это ради себя, вы же себя любите.
Но понимаете одно, когда будете это делать, что вы не делаете это с целью корысти. Да, вы делаете это для себя, для своего блага. Для того, чтобы прозреть, может быть, и что-то увидеть на самом деле. А может тут еще быть какая-то именно информация, которая вот как-то вас на что-то сподвигнет, даст вам действие. Смотрите, в потоке идут числа, 6 чисел, 16, 18, 13, 3, 3, 4, 31. Эти числа, возможно, да, или как-то влияют на вашу судьбу, или будет такой знаменательный день в эти даты, или вот в какую-то из этих дат что-то будет такое яркое. Вы можете потом рассказать по этим числам. Тут могут быть и даты рождения, кто пришел именно в эти числа. 13 очень часто идет в потоке. Очень часто, заметьте, да, кто часто сидит на раскладах, вы не замечаете, что 13 в поток очень часто приходит число. Почему же, да? Трансформация здесь, девочки, наверное, проходите, поэтому 13 мальчики. Тут кто-то осилит какое-то ремесло, свое ремесло. Я этому научилась или могу это делать прекрасно. И вы знаете, тут момент такого наполнения. Кто-то вот приходит в этот самый дзен. Да, редко мы о нем говорим, но тут кто-то именно ловит такой дзен. Что-то вас начинает отвлекать. Я же почему, да, веду поток, тут я смотрю, и вообще не только поток, да, вообще, если посмотреть с другой точки зрения, именно, что вся жизнь, да, она как цепочка. Одно цепляется за что-то другое, приводит к чему-то другому. И мы понимаем, что все случается не просто так. Даже если ваш автобус уехал, а вы на него бежали. И канал у нас называется «Случайности не случайны», да, лозунг нашего канала. Вот тут, даже не тут, вообще все расклады смотрю с ключами. И здесь именно идет все как пазлы складывается. Даже то, что происходит неприятное, вот вы говорите, не говорите неприятные события, если они случатся. Я не могу врать, я буду читать карты. Пожалуйста, не нужно отвлекать. Если кому не нравится негативное слышать, если оно есть, да, как я могу... Хорошо, да, и там я не могу не сказать каких-то слов, которые и правда идут в потоке. Вот, например, вчера, да, когда человек меняет свою характеристику, то у него нормальное настроение, то тут же бесится. На букву Ш называется, вторая буква И. Да, уже девушка написала, не выдержала в комментариях. Вот, что это за болезнь, потому что за болезнь там целый поток комментариев пошел, хотя мы вообще не об этом говорим, да, мы именно рассматриваем ситуацию, я уже пытаюсь просто разжевать и доносчиво донести информацию, потому что поток идет очень быстро. Тут и карты идут, и быстренько поток, и все хочется сказать, но пока ты говоришь одно, уже, да, вылетает другое. Тут те ситуации, опять-таки, да, вот неприятная ситуация, что придется помириться с теми, кого вы не переносите. Но это же вам во благо, опять-таки, видите? У вас открываются другие двери. Да, здесь поток помирись, прости. Даже элементарно в душе отпусти
Тут кто-то на самом деле что-то держит, какой-то ком. Родственные связи, это может быть и бывший муж. Это могут быть сестры, братья, да, дальние родственники, кто угодно. Но здесь именно момент того, в чем есть обида, отпусти это. И не вспоминай этих людей, что когда-то они сделали такую пакость. Не нужно это выносить вслух тем более. В голове уж точно это держать, а вслух тем более, потому что слова, правда, имеют вес. И когда мы начинаем о ком-то выносить грязь, да, или же момент негатива, да, начинают прилипать какие-то мелкие пакости в нашей жизни. Причем вроде как, да, по судьбе все должно идти ровно, но вот каким-то образом, да, мы начинаем именно влиять на судьбу, внедряясь, да, и к нам прилетают. То мы споткнулись, то упали, а то еще хуже, еще сломали. И вот почему, да, действуй во имя добра, действуй во имя света, действуй во имя... Ты же себе хочешь хорошо? Хочешь. Да, ты же хочешь свою жизнь прожить счастливо. Ну, каждый об этом мечтает, свою жизнь прожить счастливо, свою жизнь иметь в стабильности, в достатке, да. Ну, а кто-то может и шикарно, но если вы уж к этому стремитесь, так найдите пути, как жить так. И обойти разные препятствия. Методы просты, но иногда мы этого не понимаем. И скатываемся на уровень слабых людей, низких людей. Те люди, которые завидуют, те люди, которые завидуют, они сами внутри несчастны. То есть мы спускаемся на уровень низкий, на низких вибраций, поэтому в нашу жизнь не входит что-то большое, то, о чем мы мечтаем и так далее. И вот по поводу аффирмаций, как работают аффирмации, да, четко, кратко, ясно написано в этой книжке. Вот можете перейти на Boosty, подписаться, да, или подписаться, да, и скачать эту книжку. Все четко, понятно написано. Вот так же действует вообще свет, да, так же действует планета, Вселенная, мироздание. Тут момент того, что да, придется пройти сложности, да, вы получите, если вы пройдете. Пройти несложно, но вы же понимаете, для чего вы это делаете. Я не хочу проблем, я хочу жить хорошо, я хочу, да, иметь то, я хочу исполнение своих желаний, я не хочу проблем. Ага, окей. Но тогда никому не соли. Я не говорю о том, что вы кому-то солите, но здесь есть момент какой-то внутренней обиды на кого-то держите, да. Тот, кто вам причинил неприятно, ну как можно это не держать? Сложно, и это правда, это труд смириться с врагами, смириться с теми, кто нам именно пакостил. Это сложно, но вы понимаете, что вы это делаете ради себя. Вот вспомните сразу же себя, представьте, вы же хотите быть, да, изобильно счастливы и так далее. Ага, да пошел ты нахрен, как говорится, и все, да, отпускаю тебя, прощаю, все, давай, до свидания. И все. И проблемы разрешены, и едем дальше. А вы куда-то и поедете. Именно поездка будет непростая, с какими-то новыми открытиями. Что-то для себя опять-таки откроете. А возможно, кто-то и откроет. Тут момент такого перехода, изменения, почти, да, похожий с чем-то, с картой смерть, 13-й старший аркан. Трансформации, изменения, новое я. Скорее всего, здесь именно кто-то, да, станет новым человеком после этой поездки. Вы знаете, замечали, может быть, за собой, когда вы приезжаете после отдыха, да, вы вся такая другая. Вы какая-то внутри другая или какой-то, да, что-то вот, ну, в свою квартиру заезжаете и не понимаете вообще, где вы, кто вы, что вообще произошло. Вот то самое состояние, вы это состояние и почувствуете, съездив. Даже элементарно съездив куда-то на, не знаю, несколько часов, приехав домой, чувствуете вот эту ауру, да, что-то поменялось. Вот тут будет дорога именно с изменениями внутри вас. А далее эти изменения именно будут влиять на проработку вас внутри. Что за дорога?
только Бог знает, да, но, может быть, кто-то уже знает об этой дороге. Здесь кто одинок, здесь встреча мужчины. Тут отношения могут начаться, возможно, с общения. Мужчина-победитель, мужчина, тот, который имеет какие-то, возможно, лидерские качества, или руководитель, или же человек, возможно, даже знаменит, да, или ведет за собой толпу, может быть, человек-коуч какой-то, да. Но тут хочется сказать тоже, учитель еще тот. Но не в плохом смысле. У него много знаний. И тут, да, возможно, у человека или большие родственные связи, родственников много, или же очень много друзей, знакомых. Но по себе человек не такой-то общительный, да. Тут что-то между экстравертом и интровертом. Среднее. Человек тоже стремится к обогащению, человек стремится заработать, человек стремится к стабильности. Тоже человек, знаете, тут хочется сказать, даже человек вам пара. Вы прямо ровня друг друга. Тут, возможно, все начнется с легкого общения. Или даже, да, с моргания глаз. Встретились взглядом. А знаете почему? Здесь момент идет, когда вы едете в дорогу, здесь момент такой, что внутри вы как все, да, я обнулилась. Вот я чистый лист, я женщина, например, да, если смотрит женщина. И тут идет энергия от вас совершенно другая, пахучая женщина. Энергия. И вот на эту энергию привязывается этот мужчина. Скорее, это такая легкая энергия по дураку. Знаете, а что вы думаете, мужчины любят таких вот умных, всезнающих, сильных женщин? Нет. По себе мужчина устроен так, что он ищет слабую женщину, слабее. Слабее, нежели он. Вот тогда он чувствует себя мужиком. А если этот человек, понимаете, низкого уровня, ну вот тут я тогда вот понимаю, что человек ищет просто тряпку половую. Если человек, мужчина низкий, да, который способен на низости. Вот такой мужчина, он ищет, правда, тряпку, а потом жалуется, почему он такая сволочь. Нет, потому что он другого уровня, ниже, как говорится, ниже только трава. Вот на уровне этой травки. Но здесь мужчина добился чего-то, да, и у человека, возможно, есть даже недвижимость или недвижимости. Человек руководствуется своей головой. Мало он опирается на интуицию, он именно головой, как логически соображает. Вот тут момент такой, он именно на вашу легкость идет, потому что он по себе такой, очень много думает, да, такая тяжелая энергия у него в плане тяжелая, человек загружен чем-то, да. Тут касаемо финансов, работы. И тут, да, вот вы такая легкая, такая изящная. Тут момент общения может начаться. Как-то свяжет вас общение. Или в дороге это может быть, да, по колеснице. Или когда вы уже туда приедете. Но кому не нужна, у кого, да, кто находится в паре, здесь момент дороги идет, причем выгодной дороги. Да, вы для себя получите какие-то плюшки, бонусы. То есть эта дорога будет однозначно непростая, с какими-то однозначно плюшками.
причем не маленькими плюшками, да, а для кого-то вот именно складывая дурака и короля пентаклей, именно какие-то возможности получите, может быть даже инсайты, подсказки для того, чтобы, да, жить изобильно, для того, чтобы иметь это изобилие. Именно тут к изобилию складывается, к деньгам, к финансам идет. Момент здесь еще идет, кто-то поправит именно свое состояние здоровья. Тут именно психоэмоциональный фон подуставший, да, слабый. Здесь именно как вы наберетесь вот этой вот какой-то энергии, вообще, я приближу камеру, вообще другой какой-то энергии. Ох, вы и настрадались, да, здесь идет информация с потока, что вы в этой жизни очень сильно настрадались, очень в жизни обожглись. Тут именно люди способствовали, да, каким-то таким моментам. Вас даже кто-то заработал болячку из-за кого-то. А кого-то, может быть, да, именно было нападение физическое, которое оставило след. Но тут более, скорее, даже будет психоэмоциональное состояние, да, вот которое из-за кого-то оставило след. Тут тем самым вы стали из этого холоднее, и, возможно, уже тут нету доверия, да, именно со стороны противоположного пола. Тут кто-то именно не верит в существование противоположного пола. Потому что очень много вам делали именно больно. Задевали ваши чувства, возможно. Здесь кого-то даже, вот смотрите, унижали. Тут у кого-то были даже треугольники. Кто-то третий вмешивался. Измены, предательство. Ну вот она, гадость, это обида. И выскакивает у вас. Ее нужно отпустить, девочки, мальчики. Эту обиду однозначно, иначе вперед не потянете. Вот правда. Хотите верьте, хотите нет. Отпускайте. Запустим исцеляющее видео. Да, именно исцеляющее видео на бусте. Те, которые вот таких людей будут приводить в порядок. Именно будем разглаживать ваши дорожки, ваши пути. Потому что очень много, смотрю, таких тяжелых выходит прошлых. Причем, вот знаете, даже судя по комментариям, вот смотрю, да, вот столько люди пережили, и судя по картам, да, и читая комментарии, я смотрю, у людей, да, все же есть момент мудрости. Именно любви. Это чувствуется по вашим комментариям, да, в душе есть надежда, в душе есть вера, вы не сдаетесь, что говорит в первую очередь о вашей силе. Я очень рада, что у меня такие подписчики. Я очень рада, что даже женщины, да, как слабый пол, женщины, при таких болях тут просто одни мечи, да, вот еще остается внутри это сердце теплое. Не очень приятно. Здесь даже кто-то, возможно, плачет. Но поверьте, что этим самым, да, вот эти проблемы
Тут, с одной стороны, да, закалили, они сделали сильнее, возможно, здесь кто-то научился говорить «нет». Но с другой стороны, это вам открыла дверь. И причем открывать будет двери. Вот. А тот, кто это причинил, поверьте, что все ножи воткнутся туда, откуда они прилетели. Но не держите это в голове, выпустите это. Отпустите это вот так вот, да, как я вот сегодня говорила. Все, до свидания, мне не интересно. Тут какая душа излечивается. Вот постепенно от чего-то, правда же, выходите, да. Вот вам помогаете, то есть себе помогаете вы сами. Себя, возможно, как-то мотивировать, балансировать, держать себя. Тут, возможно, кто-то, да, именно могут быть тоже, опять-таки, дети. Для кого-то есть дети, мотивация продолжать жить. Но все же сложно после такой гадости. Вы придете к своей мечте. Вот однозначно сядете в трон. Здесь идет именно момент исполнения то, о чем вы так сильно мечтали. То, чего вы так хотели. Здесь и королева жезлов. И вы знаете, это будет быстро. Судя по королеве жезлов, это будет быстро. Да, возможно, даже внезапно. Ваша мечта, заветная мечта, исполнится не там, где вы сейчас. Это будет другая территория или поездка на ту территорию. Что-то там будет красное. Сигнал красного цвета. Или вы увидите что-то красное. Может быть, кто-то увидит огонь. То есть это могут быть свечи, костер, камин, да, какие-то такие могут быть. При той ситуации, когда будет исполняться мечта. Интересно. Вы много старались, вы, возможно, да, что-то уже делаете для этой мечты. Вы к этому идете. Вы знаете, мечта, она имеет место быть, исполниться. Да, здесь осуществление этой мечты, она исполнится. Причем это где-то на воздухе. То есть это может быть открытое пространство, это улица. Я вижу красный сигнал, именно что-то связанное с красным цветом. Какая-то, может быть, тряпка или, может быть, скатерть там будет красного цвета. Что-то вот прям врежется вам в глаз, в глаза, это красное. Тот момент такого счастья, именно это касается как-то финансов, я вам скажу точно. Вы к этому шли, возможно, здесь даже кто-то вкладывал, что-то уже инвестировал, финансировал, или же, да, здесь тоже есть момент того, что время свое вкладывали, ну а кто-то и душу. У вас это однозначно выходит, причем, знаете, тут такой момент удачный будет. Вот запомните сейчас. Сложится такой удачный момент, когда вот это произойдет. И будет там деталь какая-то красная. Или что-то связанное с огнями. Может быть, даже затухшие, но все же свечи стоять, да, находиться. То есть, когда это исполнится, посмотрите, пожалуйста, что вокруг было. Да, можете потом написать. Вот здесь что-то с этим. Причем-то заветная такая мечта.
Да, это касается прихода каких-то финансов. Причем, знаете, в таком... то есть кто-то получит свою первую зарплату от каких-то своих действий. Вы рисовали картины, которые никто не покупал, да, и тут происходит покупка. Да, и тут начинает вторая приходить. То есть все, вы чувствуете, что вот колесо крутится, закрутилось, дело пошло. Вот что-то связанное, говорю, девочки, мальчики, с деньгами. Двинулась с места, стояла, и вот колесо двинулось. Но оно не просто стояло, вы для этого что-то делали. Кто-то уже делает что-то, но пока ничего нету. Я когда увидела это колесо счастья, у меня внутри аж так... И вот, знаете, скорее всего, когда это у вас случится, внутри аж будет, да, такое, аж эмоции захватят вас. Тут, возможно, даже кто-то всплакнет от счастья. До сих пор, да, у меня такие мурашки. Ну, вы знаете, здесь кто-то... Ох, я даже не знаю, как это объяснить. Но просто очень много, смотрю, ко мне ходят на расклады, я это вижу, да. Тут еще тайная жрица выходит. Да, это какие-то тайные знания. Это кто-то будет что-то, возможно, делать, да, исполнение желания в этой сфере. Или это исполнится именно каким-то волшебным образом, что тоже есть. Да, может быть, кто-то, и правда же, читал аффирмации. Аффирмации очень сильный инструмент. Да, и вы на тот момент, когда это случится, вы вспомните данный расклад. Я вам с точностью говорю. Здесь, возможно, кто-то, правда, меня вспомнит. Да? Конкретно можете не вспомнить, кто вам гадал, но вы вспомните эти слова. То, о чем я вам сейчас говорю, что это произошло, как она говорила, но не помню, может быть, кто, а может быть, кто-то и вспомнит. Но это будет или волшебным образом. Второе, а я вам скажу, кто здесь находится. 50% здесь точно смотрит это видео. Именно люди, обладающие способностями. Люди, которые видят то, что не видят обычные люди. Да, могут быть проводниками или хорошо считывать поток, хорошо считывать информацию извне. Тут, возможно, люди видящие, которые видят именно сны, которые сбываются. И непростые сны. Здесь может быть тоже и как что-то в здоровье. Как забрали, но это дали. Идет информация. Это открылся дар тогда, когда у вас что-то забрали. Причем это часто по здоровью. Это мало у кого. Ну, это должно быть, да, что-то такое, что сгорел дом, например. Да, или же, но скорее часто по здоровью. Отнялся слух или упало зрение, да, вот. И открылось это видение. Кто-то был в реанимации, может быть, элементарно после операции. Лежал, смотрел в потолок и начал что-то видеть и ощущать. Тут вот как это открытие этого дара идет. И этому поспособствует прощение кого-то из прошлого. Тот, кто делал больно. Тут конкретно кто-то реально, искренне отпустит это прошлое. То, что человек сделал, натворил. Отпустите ему, и так там, как говорится, лопатой придет. Поэтому что вы, расслабьтесь. Здесь момент такой радости, что я это могу. Да, человек почувствовал в себе силу, что он это может. Вы почувствовали этот дар, почувствуете.
этот дар. А кто-то очень четко почувствует, что это не просто так, когда случится, исполнится ваше желание. Это было каким-то образом. Или кто-то, правда, на Луну, как волки воют на Луну. Вот кто-то, да, именно проводил ритуалы, может быть, кто-то вышел после чистки. Кто-то именно, правда, смотрел на Луну и думал о своем желании. Во Вселенную посыл идет. Вот здесь идет конкретный посыл во Вселенную. Здесь еще карта звезда, да? То есть кто-то здесь посылал во Вселенную информацию. Это может быть и аффирмация. Аффирмация – это тоже запуск программы и информации во Вселенную. Перепрограммирование своей судьбы. Плюшки получаете. Радости полные штаны или полные юбки. Смотрите, здесь еще идет информация о том, что, да, это вас наполняет. Это, возможно, да, я бы сказала, любимое что-то. То, что вы получите, вас это очень сильно наполнит. Очень сильно. Карта вылетела. Да, здесь кто-то простит того, кто сделал больно, кто сделал вам гадости, пакости. Высшие силы за вас вступятся, они уже вступаются сейчас. И идет момент, опять-таки, проверки. Вас проверяют, как вы себя поведете в той или иной ситуации. Именно искренне, пожалуйста, девочки, мальчики, искренне. Реально, вот представьте ту ситуацию, когда кто-то делал больно, и представьте искренне, что вы прощаете. Не так, что я прощу, чтобы ко мне там привалило что-то. Нет, именно искренне отпустите ситуацию. Да, чтобы остаться чисто. Поверьте, Бог нас и высшие силы по одежке не судят, в чем мы. Мы перед Богом все одинаковы. Высшие силы вам посылают счастье. Коротко и ясно. Высшие силы вам посылают счастье. Кто-то будет по уши счастлив. Именно счастлив. Обретение. Вы знаете, тут вы давно к этому стремились, но вам, да, возможно, что-то или кто-то, да, мешал. Именно, да, именно встревал, да, не давал. Вы были чем-то отвлечены или кем-то отвлечены. То, что не принесло вам в жизни, в принципе, никаких бонусов, вот как вы считаете, да, только отнимало у вас энергию и силы. На что уходили, возможно, тут именно споры, скандалы, крики, истерики, не знаю, нервы, именно психика пострадала, да. И вы поймете, возможно, в дороге поймете, какой-то дороге вы поймете, что и к чему это все было. И я так легко это все отпускаю. Да, для чего было это? А в будущем, смотря на будущее, вы будете понимать, все равно же будет та же ситуация. Сейчас мы накричимся, наругаемся или, да, поддержим на всех зла, а потом же мы вспомним, что нам это закрывало путь, да, нам это закрывало дороги. И к чему мы пришли? К закрытым путям? Тогда перематываем назад ленту и понимаем, что такая ситуация наступила, да, провокация или что, вы не реагируете, уходите в сторону и отпускаете. Потому что понимаете, что дальше, отпустив это с умом, с мудростью, вы
да, получите вознаграждение. Вы это четко понимаете и осознавайте это. А они пусть между собой, там кто, или со стеной, да, ругаются, ссорятся и так далее. Вы ушли и пас на заслуженный отдых. Вот так вот. Карта мир. Перед вами открывается весь мир, как на ладони. Тут именно, возможно, пути, да, кто-то, правда, поедет куда-то за границу или далеко, на какое-то расстояние, может быть, посетить другой город, посмотреть новые места, вообще посмотреть этот мир. Ну, конечно же, не целый, а может быть, кто-то и целый, кто знает, кругосветку дадите. Но тут скорее, да, куда-то вы поедете. Причем здесь как или позовут, или пригласят, возможно, да. То есть дорога будет внезапной, резкой, но судьбоносной. Непростая эта дорожка. Вот кто одинок, здесь встреча, правда же, мужчина идет. Пару. Вы найдете свою пару. Ну да, за все ваши терпения вы получаете вознаграждение, императрица. То, что вы терпели, у меня почему-то идет терпели. Несла и терпела. Вот несете тяжелые сумки, но вы понимаете, что вы же несете в них продукты или вкусняшки, но не такие тяжелые, зараза. Пришли домой, сели и думаете, ну наконец-то я дома, да, сижу, вот я получаю бонусы. То есть снимаю с себя этот какой-то груз. Тут еще идет и ответственность, какие-то вот именно все сложно давалось, все сложное шло. Тут включается как после, да, момент такого самосохранения. Вы себя сохраните в целости и сохранности, причем еще как расцветете. По императрице здесь именно женщина расцветает, становится еще лучше. Она же и женщина, в ней все стихии в императрице. Она же и женщина, она же и королева, она же и царица, да. Она же и добрая мама, она же и красивая женщина, она же и успешная женщина, императрица, она же и умная, мудрость. Здесь очень много знаний. Жизнь научила. Такую женщину, хоть и, как говорится, побила жизнь, да, но научила. Тем самым, да, все, что нас не бьет, делает нас сильнее. Ну да, здесь именно прокачивали вас. То есть именно все, что происходило в негативном характере, отпустите это все. Нахрен. Отпустите это все на суд Божий и простите всех. Я прощаю и отпускаю на суд Божий. Все. Слова очень сильны, поверьте. Слово имеет вес. И даже говорят, да, слово не воробей, вылетит и не поймаешь. Поэтому всегда думайте, о чем вы говорите. Что вы говорите вслух, передаете во Вселенную. И даже мысли, говорят, материальные. Мысли, правда, даже ваши помыслы, мысли, это все Вселенная видит. Она не слепая. Если кто думал, что Вселенная это просто там какая-то женщина с длинными волосами, да, с наклеенными ресницами, красивая. Не-не-не-не. Это не так. Вселенная – это мы. И все, что вокруг нас. Сейчас сделаем 3 позиции на оракул «Золотой ключ». И посмотрим, что же хотят вам предсказать, подсказать карты. Загадайте одну из позиций, и мы посмотрим.
И откроем еще аффирмации для вас. Итак, кто выбрал первую позицию? Начнем. Покормите птиц, бездомных животных. Помните, случайности не случайны. Счастье не за горами. Вам очень завидуют. Вторая позиция. Новые знакомства. Возврат человека из прошлого. Вы на пороге великих событий. То, что задумали, вам принесет успех. Переходим к третьей позиции. Кто загадал третью позицию? Вас обсуждают, сплетничают мужчина. Дальняя дорога. Вас ждет дальняя дорога. Вы под защитой ангелов. Доверьтесь им. Скоро будете что-то праздновать. И достанем аффирмации. Для всех. Без позиций. Я спокоен и уверен в себе. Или я спокойна и уверена в себе. Я притягиваю как магнит здоровье, любовь, деньги, счастье, изобилие, нужных людей, успех. У меня ясный ум. Я здоровый, сильный, независимый, успешный и счастливый человек. И я магнит, притягивающий любовь в свою жизнь. Вселенная всегда поддерживает меня, даруя мне удачу. Для активации вы можете написать в комментариях под видео любую из аффирмаций, а можете все сразу. Вот и все. И небольшое отступление. Новость для тех зрителей, кто не знал или кто не слышал информацию о том, что у меня стартовал канал на платформе Boosty, где я делюсь информацией, которая закрыта. И только по платной подписке 444 рубля вы можете открыть все посты. Посты там буду вести регулярно. Подпишитесь и станьте частью нашего сообщества Ведескара. Для себя вы получите не только исцеление души и подсказки от высших сил, но также и отличные бонусы, которые останутся у вас навсегда. Подписавшись на наше комьюнити разово или ежемесячно, вы можете посмотреть и скачать эксклюзивный материал для скачивания. А это календари, заговоры, ритуалы, плакаты для вашего интерьера, карты Таро, Ленорман для скачивания, книги для скачивания, для чтения и аудиокниги, лечебную исцеляющую музыку, звуки и так далее. В то же время это и поддержка нашего сообщества, и энергообмен между мною и вами. Поэтому не упустите данную возможность приобрести данную подписку стоимостью 444 российских рубля. Оплату можете производить как в рублях, так и в долларах. По вашему желанию, там же можете оставлять средства на благотворительность, помогая нам расширять наше сообщество Ведескара. В описании под этим видео оставляю ссылку на Boosty. Также на экране сейчас оставляю QR-коды, через которые вы можете перейти на Boosty в наше сообщество Ведескара. В телеграм-канале тоже есть данные QR-коды на Boosty. Благодарю всех, кто был сегодня со мной и смотрел данный ролик. Но за личным раскладом или приобретением моих авторских колод обращайтесь. Все контакты я указала под видео. А также можете видеть на экране. Оставляю QR-код, личный телеграм, куда вы можете написать, обратившись за личным раскладом или приобретением моих авторских колод. А телеграм-канал – это наше сообщество,
где я оставляю разные новости, статьи, посты. И хочу отдельно каждого из вас поблагодарить за ваши донаты, за спонсорство нашего комьюнити Видаскара. Огромное вам спасибо за такой энергообмен между мной и вами. И чтобы у вас в миллионы раз приумножилось. Также огромное спасибо за ваши теплые комментарии, за пожелания лично мне и нашему каналу. И желаю вам, чтобы ваши мечты и ваши надежды обязательно в скором осуществились. Главное, никогда ни перед чем не падайте духом. Будьте сильны и держу за вас пальчики. И во благо всем вам. Всех вас очень люблю. Крепко обнимаю. Спасибо, что вы у меня есть. И до новых видео на нашем канале. С вами была ваша Видаскара.